есть это своего рода как бы любой на CNM можно сделать NFT. Вот мы как раз вот запустили, так как мы свой токен назвали Buttercoin, вот на основе этого Buttercoin мы запускаем также NFT-платформу. То есть, где мы уже через этот проект собираемся войти в Астана Хаб, Международный финансовый центр Астаны. Сейчас уже бүкіл данныйларын, нелерін, условияларын бәрін изучать етіп, никать етіп не қылып жатырмыз. Иншаллах, я думаю, что за лето мы уже как бы войдем в Астана Хаб, и там уже, может, и уже в МФЦ тоже зайдем. МФЦ, чтобы войти, там немного дорого выходит. Но в любом случае, я думаю, что это, то есть, не проблема, так как если мы в Астана Хаб войдем, а там ничего сложного нет в Астана Хаб войти, там выиграем пару конкурсов, скажем, там такие конкурсы, как там NFT проекты, стартапы, то есть там в Астана Хабе постоянно каждый месяц проводят разные конкурсы с призовым фондом до 10, до 50 тысяч долларов даже. И вот на основании этого, то есть я думаю, что наш проект, он может занять хорошее место, и тем самым уже у всех на устах будет. Так как наш проект это не просто какой-либо там, не знаю, NFT проект, а именно патриотический, связанный с батырами, с героизмом. Если вы читали White Paper кто уже просмотрел, смотрел, читал? Видео кто-нибудь смотрел? Скорее всего, нету, Мархан Маратович. Вам лучше өз сөзімен Давайте попроще Да, рассказать. получается, я изучал NFT проекты и увидел, что это просто цифровые картинки, которые как таковых особо как бы ценности не имеют. То есть у них есть возможность купить, продать. То есть очень много людей, которые создают свою NFT и продают ее. И какие-то NFT проекты, там, скажем, там коллекции, картинки там продаются за бешеные деньги. И вот получается на базе этого я решил создать такой NFT проект со своим токеном Buttercoin и также популяризировать, то есть эту тему именно связанную с героизмом. То есть батырлық дейді ғой, батыр если он героизм совершает. У нас очень много батыров и в спорте, и в жизни, и в политике. И вот сондай адамдарды, ну, как бы мы хотим сделать, то есть, популяризировать их. Каждый из вас может создать своего батыра, то есть NFT батыра, подать заявку на листинг у нас на платформе, и тем самым этот NFT на нашей платформе, то есть можете продавать, можете за счет этого NFT получать пассивные доходы, такие как там битва батыров участвовать. Это битва батыров, когда своего рода конкурс, это вот конкурс, например, талантов, например, там певцы поют между собой, и люди голосуют за этих певцов. Те певцы, которые проходят, то есть больше всех голосов собирают, они, получается, проходят дальше, то есть в конкурсе. И вот тот же такой же условиямен битва батыров будем проводить. Это, например, там, не знаю, вот бізде қазақтарда өте көп рулар бар ғой. Каждый өзінің руында, например, или жузы есть, могут выставить своих батыров на битву батыров и, например, там попросить поддержку своих, скажем, семьи или рода, поддержать его батыра. То есть эти люди заходят на нашу платформу по ссылке, голосуют. Те, которые хотят помочь еще больше, они за баттеркоины могут голосовать. Если вы посмотрите это видео, там есть условия, то есть именно даже просто, чтобы залиститься. И вот по этому принципу, получается, пользователи могут за баттеркоины голосовать. Также там владельцы NFT батыров также могут, то есть, поддержать, там, тоже проголосовать, если они не участвуют в битве батыров. И вот так вот на основе вот таких конкурсов мы будем как бы заинтересовывать интересы людей, то есть у других пользователей. Казахстана уже сколько, 18 миллионов человек живут. Когда, например, мы скажем, что вот объявляем битву батыров, где, например, участвует там 2, 3 или 5 батыров, то есть, например, казахстан могут сказать, давайте поддержим своего батыра. Или же, например, там, я не знаю, может быть, что это, например, батыр другой страны,
там Узбекистан, Киргизстан, то есть даже российских богатырей, то есть богатырь, знаете же, да, от слова батыр, то есть можно будет любую, то есть любой нация, любая страна может то есть залистить своего NFT и тем самым на нашей платформе объявить о себе. А у нас, например, в Казахстане же очень много, скажем, тех же состоятельных людей. То есть если, например, мы сейчас 15 коллекцию, первую коллекцию выпустим первых 15 батыров, то представьте, то есть эти 15 батыров могут быть проданы за колоссальные суммы, то есть даже, может быть, те NFT-батыры будут, например, там, не знаю, там из рода Аргын, например, там, скажем, Бөгенбай Батыр, NFT. Кто-нибудь, миллионер из рода Батыров, например, может что сделать? То есть купить этот NFT-батыр за 10 тысяч долларов или может там за 100 тысяч долларов. То есть это зависит, конечно, от аукциона, от интереса. То есть вот так мы планируем, вот даже продав эти 15 первых коллекционных NFT батыров, мы можем выручить до 50, ну даже до 100, если каждый NFT по 10 тысяч долларов продастся, то это, представьте, за 150 тысяч долларов мы можем уже продать эти NFT-шки. А за эти деньги, представьте, мы сколько токенов сейчас купим и сожгем. И также для рекламы, популяризации наших продуктов, наших токенов мы можем эти деньги потратить. И вот на основе, на базе, то есть по этой стратегии мы планируем сейчас, считайте, у нас сколько там, не знаю, 3500-3600 пользователей на том же CPNet Pro, которые имеют наши токены. Ну, это те, которые более-менее такой, от 100 токенов, которые имеют. Может даже меньше, я не знаю, там, если через статистику посмотреть, даже может быть, что там в основном там основная масса пользователей там это там от 100 токенов всего лишь имеет. Или то есть до 100 токенов. А оставшиеся там уже от 500, от 1000. И представьте, если мы сейчас вот через Астана Хаб мощную рекламу сделаем, выиграем конкурсы, там венчурные инвесторы сидят, которые могут заинтересоваться нашим проектом, нашими NFT-батырами, нашими NFT-баттеркоинами. Тем более там систему я уже токономику расписал. Система сжигания у нас очень шикарная. То есть если тот же CPNet Pro взять, то 5000 пользователей, если придет на платформу, 5000 пользователей через Астана Хаб, а все проекты, просто в интернете наберите, все проекты, которые зарегистрированы в Астана Хабе, через Астана Хаб именно продвигаются, все эти проекты минимум собирают 5-10 тысяч пользователей. Минимум реально активных пользователей. У нас там сколько, ну, грубо говоря, может 3900 пользователей есть с нашими CPNet токенами. Представьте, 5000 пользователей придет и просто-напросто вам все ваши токены просто заберет. В среднем, даже если по 100, по 200 токенов посчитать, то они с лихвой просто заберут все ваши токены. И тем самым мы столько токенов сожгем за счет именно тех транзакций, операций, которые они будут проводить. Плюс еще и повысим цены. Плюс это уже как бы бизнес именно патриотический, именно сондай мощный НЕД, то есть проект, который поднимает дух патриотизма, гордость казахтарна. Даже почитайте, вот я исторические моменты взял про наших казахских батыров, где наши казахские батыры 40-летним стажем были. Тот же Бөгенбай Батыр до 92 лет на седле, то есть на поле боя, то есть получается сражался и бился до последнего, то есть получается. И вот таких героев, вот таких батыров, я думаю, что мы можем очень хорошо популяризировать, рассказать всему миру. Не только это вот именно біздің қазақтың батырларды, но можно будет и другие категории, например, спорт, тот же бокс, UFC, бокста бізде қаншама қазақтың боксерлары бар керемет. Можно будет, вы можете сами создать NFT, или же мы вам поможем, вы можете заявку кинуть, мы вам поможем создать NFT какого-либо мощного боксера или спортсмена казахтың. И мы можем это NFT создать, залистить у нас на платформе. Конечно, листинг проходит по системе голосования. То есть листинг просто так туда нельзя попасть. Это нужно будет, чтобы вы подали заявку на листинг, потом также популяризировали, скидывали ссылку, чтобы люди ваши голосовали за вас, чтобы поддержали вас. И если вы собираете больше всех голосов, то вы попадаете на нашу платформу NFT Butter.
где можете уже продавать свои NFT, NFT батыра, также получать кучу разных бонусов, всяких призовых фондов тоже. Тот же битва батыров, может мы привлечем хороших инвесторов, спонсоров, точнее не инвесторов, а спонсоров. Битва батыров, первая битва батыров, когда будем проводить, будем привлекать хороших спонсоров. Это разные корпорации, компании, состоятельных людей, которые могут то есть в виде приза выделить определенные там денежные, какие-то, может, какие-то шикарные призы. И мы Орхан их будем... Маратович, Да-да. кішкене қазақша айтыңызшы, а то казахская аудитория чуть-чуть не понимает. Жақсы, жақсы. То есть біздің NFT платформамыз жасап жатқан, ол біздің қазақтың несін дамыту, то есть қазақтың батырларын көрсету. Біздің каждый из вас, каждый кім хочет, может өзінің NFT-ін жасауға, өзінің семьясында, например, өзінің например, жанұясында бір может там атасы, который батырлық нәрсе жасаған адамдарды құтқарып или тағы да бірдеме, сондай адамдарды туралы там айтуыңызға болады, жазып, солардың NFT-ін жасап, сосын біздің платформаға листингқа, сосын өздеріңіздің туыстарыңыздан, достарыңыздан поддержка жасап, чтобы они голосовали за него, чтобы листинг өту үшін. И осылай сіздер можете өзіңіздің туысыңызды, өзіңіздің герой батырыңызды семьяңыз, жанұяңыздағы не қылуыңызға болады, то есть цифровой активқа превратить. Тем самым, получается, оған ценность придать, өзіңіз популярность, то есть адамдар уже біле бастайды. Солай осы проект арқылы біз ойлап отырып отырмыз, Астана хабқа кірсек, Астана хабта мен айттым ғой, минимум 5 мың, 10 мың пользователь әкеледі. Астана хаб арқылы қандай бір проект жасалмаса да, то есть это запускаться етсе, олар өзінің несіне өте көп именно пользовательдер әкеледі. А ол адамдар как раз сіздің продукттарыңызды, то же самое, например, біз қазір вот Kingdom'ды, то есть вот именно батырлар, битва батыров деп названиясын өзгертіп, ішіне қазақи сауыт сайман, инвентарь, осының бәрін қазақи қылып жасайын деп отырмыз. Саму логику, то есть бәрін, то есть именно сол методикамен как раз біз қазір өте көп, то есть нелер, если нені қарасаңыздар, то white paper'да, то можете посмотреть, что именно сол нелерді продвиженияларын қазір өте көп нелер именно жасап жатырмыз, қосып жатырмыз проектке. Осылай, иншаллах, ойлап отырмын, осы жылы уже жақсы результаттарға жетеміз. Главное, бізге қазір өзіміздің именно white paper қазір менде кішкене қиын болып жатқан, то что мен white paper'ді ағылшын тілінен орыс тіліне аударып, сосын оны оқып, содан кейін ішінен керекті нәрселерін алып біздің проектке қосып, солай white paper жазып жатырмын. Содан кейін роудмап жазамын, содан кейін ролик жасап, презентация жасап, уже Астана хабқа презентовать етіп, жақсы конкурстарға қатысып, сол конкурс арқылы иншаллах венчурный инвесторларды тауып, ол венчурный инвесторлар $50 мың бастап вкладывать етеді, считайте, ол ақшаға біз уже жақсы продвижение проекттарымыздың продвижениесі жасауға болады. Осылай үлкен иншаллах нелерге, то есть жетістіктерге жетіп, осы ойлап отырмын. Енді главное айтып тұрмын ғой, біздің сіздерден поддержка болса, осы біздің проектімізді именно NFT батырды, батыркоинді дамыту жағынан көбірек айтсаңыздар, біз туралы өте көп адамдар білуі мүмкін. То есть міне қазір, если видеоны қарасаңыздар, міне үстінде видео бар, мен жібердім, осы жерде даже біздің неміз бойынша, то есть мен планымыз бойынша не жасау. То есть NFT карточкалар жасаймыз, біздің рулардың таңбаларымен. То есть 15 мың, пока 15 мың жасайын деп отырмыз, 15 мың таңба шығарамыз. В среднем, даже если $1 сатылатын болса, ол уже $15 мың болады. Оның ішінде, получается, ол NFT карталарды сіз можете использовать на именно прокачку NFT батыры, өзіңіздің батырыңызда NFT уровень, батырдың уровень болады. То есть біздің платформада 100 уровеньға дейін, 100-ші уровеньға дейін көтеруге болады. Чем больше уровень болса, ол NFT батырдың, тем больше он будет вам приносить бонусы. Всякие бонусы, активы и доходы. И осылай, получается, адамдар сол NFT карточкаларды алған сайын, то есть оның бағасы да өсе бастайды, и тем самым, получается, біз еще больше токендар шагать етіп
етеміз. Ол NFT карточканы сіз только за Баттеркойны можете купить. Естественно, получается, адамдар уже біздің платформада пландың бойынша NFT Баттерда P2P платформа жасау или через CPNet адамдар, получается, сіздердің Баттеркойндарыңызды алады да, сол NFT Баттерді прокачивать ету үшін или же создавать ету үшін, листинг жасау үшін, солай, получается, біз өте көп токендарды сжигать етеміз. То есть, считайте, даже тот же, например, 15 мың карточканы неше 10 Баттеркойнға сататын болсақ, это получается біз уже 150 мың токенді сжигать етіп жібереміз. White paper мынау нені қарауларыңызды сұраймын. Вот мне отмечу. Мне получается. Здесь вопрос можно, Умархан Маратович, как Да, раз, да, чтобы да. людям более понятно Давайте, было? теперь Ага. давайте по вопросам, ага. Вот смотрите, Умархан Маратович, то есть, получается, эти люди, которые вот эти NFT, вот эти баттеры, или как они называются, если они будут покупать, они смогут за баттеркоины покупать, правильно? А эти баттеркоины, получается, они у нас будут выкупать, правильно же? Потому Да, что... да, все верно, все верно. То есть, получается, мы сможем свои баттеркоины продать там. Вот люди сейчас же То есть, хотят же получается, вывести, допустим. да, Ага. на NFT Butter, именно на платформе NFT Butter, которую мы сейчас делаем, будет P2P. То есть сіздер сможете сол неге, то есть P2P платформаға кіресіздер направлениеға, өзіңіздің CPNetтеріңізді, Баттеркойндарыңызды, которые CPNеттегі переводите, и сол жерде продажа қоясыздар. Продажада жазып қоясыздар. Өзіңіздің Каспиіңізді, Халық банк, любой карточка данныйларыңызды жазасыздар. И, например, кім хочет участвовать, листить, или же голосование, или битва батыров, или же собирать карточки, ол адамдар сіздерден алады. То есть олар сіздің Каспиіңізға сол нөміріне кіреді, сіздің бағаңызды қарайды, если устраивает, кнопкаға басады, купить деп. Все, то есть олар сіздің карточкаңызға, когда Каспиға ақша жіберген кезде, сіз платформа NFT батырға кіресіз де, не қыласыз? Подтвердить деп басасыз. Сол кезде олардың балансына Баттеркойн түседі. То есть осылай получается. Через P2P именно Баттер, то есть вы сможете өзіңіздің уже CPNetтеріңізді сатуға. То есть напрямую. Или же, например, бір CPNеттен уже регистрация жасап через P2P или маркет сатып алатынына, то есть бірнеше вариант болады, чтобы именно облегчить процесс продажи наших Баттеркоинов. И вот так получается, сіздер уже сможете очень хорошо, то есть зарабатывать именно через стейкинг. Стейкингқа салып қойсаңыз, вот именно үстіне түскен бонустарыңызды осы Batter NFT платформасында через P2P сатуға болады. То есть как вот Binance'ты білесіздер ғой, Binance'та P2P деген бар. Ол жерде именно сіз өзіңіз банковский карточкаңызды көрсетесіз де, сосын сол жерде продажа қоясыз. Неге біз именно Баттеркойн деп жаңа платформа, жаңа проект жасап жатырмыз? Өйткені өздеріңіз түсінесіздер. То есть это ребрендинг, то есть жаңа проект, өте қызық проект, то есть именно связанный с біздің Қазақстанның, біздің батырларымыздың неміз жағынан, и сол арқылы получается біз легче будет уже біздің CPNеттегі токендарымызды реализовать, то есть популяризировать. А тем более, если біз Астана хаб арқылы кіретін болсақ, ол, думаю, ол жерде уже 5 мың пользователь спокойно кіріп кетеді. А ол 5 мың пользователь, сол 3600 или 3900 пользовательдің токендарын батырлатып, сатып алып, уже полностью, получается, ол адамдар, которые именно өзінің қазір ұстап отқан токендарлы адамдар, полностью өз токендарын салған ақшаларын шығарады, еще и сверху түскен майнингтің ақшасын шығарады, солай в плюсе шығады да, и жаңа пользовательдар олардың орнына келеді. А бізге айтпын ғой, бізде көп пользователь жоқ. Бізде всего лишь там, көп десең, грубо десең, там 3900 пользователь ғана. А если біздің CPNet Pro'ға еще 10 мың пользователь келетін болса, и считайте, ол жерде внутри қаншама транзакциялар, операциялар жасалған сайын, ол жерде получается қаншама сжигание болады. И осылай Баттеркойн именно бағасы өсе береді. Плюс қазір бізде, иншаллах, CPNet Pro'да жаңа направление, то есть жаңа функционал қосайын деп жатырмыз. Это листинг, также листинг новых токенов, то есть система токенизации. То есть, например, сіздер, если сіздерде бір адам болса, или бизнес болса, или проект болса, сіздер можете, скажем, өзінің бизнесіңіз болса, например, там, не знаю, курс обучения. Курс обучения, например, сіз можете токенизировать өзіңіздің курсыңызды, обучениеңізді. То есть, біз сізге поможем. То есть, конечно, там определенную сумму оплаты жасау керек, ол үшін токенизировать ваш бизнес. То есть, сіз бүйтесіз, например, айтасыз, маған, например, нужно там
бір мың пользователь, осындай капитал керек, чтобы я мог уже свой курс расширить, свою клиентскую базу расширить, больше зарабатывать. И мы вам говорим, вот давайте мы вам создадим, там, скажем, 1 миллион токен. 1 миллион токен вам создали, сосын оны сіз листите біздің CPNet Pro'ға. Ол листинг, конечно, тоже бесплатно емес, платно. Пользовательдер, которые покупают сіздің токеніңізді біздің CPNet Pro'да, олар имеют право за этот токен получить бесплатно, то есть не то, что бесплатно, вы сол токенді сатып аласыз, чтобы со скидкой получить курсы, например, этого бизнесмена, который хочет токенизировать. И осылай получается, если біз біздің CPNet Pro'ға хотя бы 50 проекты кіргізсек, листить етсек, 50 токен пайда болса біздің CPNet'те, который подвязаны реальный продукттарға, например, мен, например, выпускаю там, не знаю, там, киім шығарам, например, футболки делаю там с всякими логотипами, нелермен, то есть сондай футболка жасаймын. И, например, сол неге, например, футболкаға адамдар айтады, вот, то есть запускает өзінің токенін, каждый футболка бір токен. И получается, сен сол токен үшін бір футболка ала аласың, сол неде. А ол, например, маркетте өзінің токендарын сатады, адамдар, когда ол токен сатып алған кезде, имеет право за этот токен в любой момент, если сізде 10 токен болса или 100 токен болса, сіз можете ол компаниядан 10 токен, то есть 10 футболка или 100 футболка заказдауыңызға болады. Плюс біздің платформада CPNet'та система сжигания бар ғой, любой нәрсе операциядан комиссия алынады. Сол арқылы токендардың саны азайған сайын, получается, ол компания, например, өзінің токенінің курсын өсіреді. То есть, вот, например, там 10% токен сжигать етіліп кетті ме, значит, компания айтады, вот, например, уже сіздің токеніңіз, например, 10 токенға 10 футболка емес, 11 футболка ала аласыз деп. Если олар, например, 1-2 жылдың ішінде, например, там, не знаю, 50% или там 70% токенді сжигать етіп жіберсе, біздің система сжигания арқылы, то получается, сіз ол бір токенға уже не, то есть 10 токенға не 11 не аласыз, қалай, например, там футболка, а уже 15 или 20 футболка сатып аласыз. То есть, и вот осы методика арқылы біз планымыз бойынша қазір CPNet Pro'ға 50 проекті залистить етсек, ол 50 проект есептеңіз. Бізге жоқ дегенде бір 20-30 мың пользователь әкеледі, потому что каждый бизнестің өзінің клиенттері бар, өзінің несі бар, рекламный маркетингі бар, и олар өзінің несін, бизнесін продвигать ету арқылы, өзінің токенін продвигать арқылы біздің CPNet'ке жоқ дегенде бір 50 мың пользователь әкелуі мүмкін. А ол 50 мың пользователь, если же хотя бы в среднем, есептеңіздер, 50 мың пользователь, если в среднем $100 кіргізетін болса біздің платформаға, ол қанша? Получается $5 миллион. $5 миллион. $5 миллион хотя бы 1%, есептеңіздер. Ол $5 мың, то есть получается 1%, қанша 5 миллион доллардан ол есепте, так, 1%, 5 миллион доллардан, это получается қанша? $50 мың. $50 мың. $50 мың 5% комиссия, платформа комиссия алады 5%. То есть 2,5%, 3%, 5%ға дейін комиссия алады. Есептеңіз енді, $50 мың есептеңіз, если 5% болатын болса, ол қанша мың доллар шығады, онда получается, это получается $2,5 мың. То есть платформа күніне $2,5 мың доход алып тұрады. Просто от того, что сол 5 миллион доллардың 1%, если каждый день какие-то операции, транзакциялар жасаған сайын, там, покупку маркетта, вывод, внутренний перевод, сол арқылы платформа күніне $2,5 мың дейін ақша таба алады. $2,5 мың есептеңіз, 10 күнге $25 мың, бір айға $75 мың. Если даже біз 30-40 мың айына сабатын болсақ, ол ақшамен есептеңіз, біз қаншама токендар, Buttercoin, любой токенді можем покупать, сжигать, то есть тем самым бағасын өсіреміз. И осылай біздің планымыз бойынша қазір CPNet платформаны именно токенизация системаны дамытып, 50 проект кіргізсек, 50 бизнесті кіргізсек, которые реальный продукттармен, услугалармен кіреді. То есть сіз олардың токендарын сатып алсаңыздар, ол токенға сіз реальный продукт аласыз. То есть, вот, например, футболка аласыз ба, курс обучения аласыз ба, там, или производство ручкой занимается, или производством там пирожных занимается, или там продажей товаров занимается каких-либо, или полиграфические услуги, там, например, сіз ол токенға реальный товар, то есть ол токендар реальный товармен подкрепленный.
Просто олар өзінің токен не үшін шығарып жатыр, чтобы клиентский базасын өсіру үшін. И тем самым получается біз 50 проект кіргізсек, қазір біздің CPNet Pro 50 токен кіргізсек, считайте, просто-напросто біздің платформамыз будет зарабатывать огромные деньги. Сол ақшамен ғана біз қаншама батыр койын сжигать етіп жібереміз, қаншама проекттер, то есть біздің, которые вот нужно доработать, запустим. И осылай, если сабыр сақтап шыдасаңыздар, поддержка жасаңыздар, тем более жаңа платформа, жаңа батыр койынмен жеңілірек болады бізге қазір уже продвигать, так как уже міне CPNet уже продвигать ету қиын. Жаңа проектпен, жаңа батыр койынмен, я думаю, что у нас это получится. Тем более через Астана Хаб, через МФЦ жасайтын болсақ, еще и токенизация другой басқа компанияларды кіргізетін болсақ, CPNet Pro'ға, то у нас это получится. Сол үшін, я думаю, что у нас все получится. Айттым ғой, наша компания, біз никогда не сдаемся. Даже если бүгінгі күнде қарсаңыздар, біздің CPNet'ке в любом случае сіздер уже міне алакөл салынып жатыр. Бізде платформа BitSpace-неде қазір кое-какие проблемы решим. И все наши товары, продукты, которые есть, вы можете за наши токены покупать. Тот же самый, там, не знаю, там, NFT Butter, вот сейчас проекты қазір жасайтын болсақ, считайте, просто бір NFT карточканы сататын болсақ, ол карточка, не знаю, бір какой-то қазақтың миллионері спокойно бір Бөгенбай батырдың NFT-ін, например, $50 000, $100 000 сатып алатын болса, ол, считайте, во-первых, өзін популяризирует. Бүкіл телевидение жетіп келеді оған. Давай интервью берсіз, оказывается, бізде осы қазақстанский проект батыр NFT дегеннен $100 000 Бөгенбай батырдың NFT-ін сатып алыпсыз. Сіз қалай вообще оған не қыласыз, ана мынау деп олар, то есть ол өзін популяризировать етеді. Еще Бөгенбай батырды қаншама көтереді. То есть уже Бөгенбай батыр туралы не только Қазақстанда айта бастайды, по всему миру айта бастайды. Вот осындай, оказывается, қазақтың батырын NFT-ін $100 000 сатылыпты. Вот уже NFT, это индустрия NFT направление өте дамып жатыр мирда, то есть өмір осы во всем мире деп. И осы арқылы, я думаю, что у нас все получится. Главное, біз не сдаемся, мы работаем ежедневно, біздің лидерлар каждый день работают, двигаются. Иншаллах, я думаю, что у нас ждет очень хороший, то есть результат. Вот даже осы жылдың аяғына дейін, я думаю, что мы добьемся больших, хороших результатов. Так, сұрақтар бар ма тағы да? Так, қандай сұрақтар тағы да бар? Задать вопрос можно? Да, задавайте вопрос. Ага. Вот смотрите, я с города Караганды. У нас лидером была Дарига Ибраевна. Вот. Но на сегодняшний день почему-то ее как лидера убрали. Естественно, у нас много людей, которые уже, знаете, в таком вот возрасте, которые 50-60 лет, к которым мы зашли. Иногда бывает, что мы можем не понять какие-то моменты. Мы всегда к ней обращались. Она к нам всегда все это разъясняла, объясняла, говорила, вела нас вперед, лидировала между нами, давала нам, знаете, настрой такой. Можно вот. Я вот здесь скажу? Нет, теперь, извините, пожалуйста. Давайте. Ушла. Ага, я понимаю. Ага. Она вы дайте договорить, пожалуйста, дайте договорить. Пожалуйста, не перебивайте. Вот. И мы бы хотели, чтобы я к вам в нашем общем чате написала наше обращение. Именно к вам обращение от нашего города Караганды, чтобы Дарига Ибраевна оставалась и лидировала с нами, и нам объясняла. Сейчас по каким-то вопросам мы обращаемся, она говорит, вы знаете, говорит, я не могу вам, ну обращайтесь туда-то, меня, говорит, с лидерства сняли. Конечно, она дает нам какие рекомендации, и то она нам делает, и то она нас консультирует. Мы обращаемся, например, к Айдосу, например. Лично я сама обратилась, потому что мне много вопросов было непонятных. Такой он умничка, такой оперативный, такой профессионализм у него, да, он тут же не тянул время, тут же здесь вышел на связь, все объяснил, рассказал, все это сделать. Но, знаете, такие бывают мелкие моменты, которые не надо к Айдосу обращаться, к вам обращаться. Мы бы хотели, чтобы наша Дарига Ибраевна нами лидировала. Все, спасибо. Сейчас я поддержу, я скажу. Мархан Маратович, давайте вот здесь я скажу, да. Вообще, по идее, Даригу Ханым никто не убирал. Она в какой-то момент просто сама написала, что я не смогу. А так она в лидерском чате у нас сидит. Даже список мы когда отправляем, там обязательства у кого какие. Дарига Ханым там по обязательствам сидит. Поэтому я не знаю, хорошо тогда. Ну, все тогда. Ну, значит, ее восстановили, все, она уже как бы лидер уже будет помогать, продвигать. Все, рахмет. Ага.
Вот смотрите, уважаемые партнеры, вот в чате мы когда сидим, мы очень много вопросов задаем, да? Пускай бастықтар шықсын, анадай мындай деп негатив жазамыз, да? Енді мына Омархан Маратович шықты. Енді нақты мняқта вопрос қойыңыздар, сұрақтар қойыңыздар, чтобы потом не было такого, что сейчас у нас видео-встреча закончится, а потом в чате опять негатив начнем писать. Мняқа қойыңыздар сұрақтар. Қандай сұрақтар бар? Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Так, по очереди. Вот смотрите, сейчас Айгүл ханым пускай говорит, давайте. Мен өткенде анау не БСВ менен бәрін сипенетке ауыстырдық қой, CPN токендарға. Енді бір сұрақ, біз БСВ-ға не алғанбыз, ана замороженный браслет. Сол браслеттерде тұрған БСВ-ны не істейміз? 25-тен алдық, 50-ден, 100-ден алғандарымыз бар. Ол браслеттер, получается, ол другая функция у жерде вообще другая функция, ол БСВ не относится. То есть, получается, олар автоматически баттеркоин болып кетеді. Ну, браслеттерді айттым ғой, да, пока ұстаңыздар, құдай жасаларса, ол браслеттер бәрін, вот біз NFT баттер проект арқылы будем продавать. То есть, прям на платформе вы можете выставить их на продажу. Там оған уже отдельная логика жасаватырмыз, что мықты именно осы браслеттер. Так как их немного, всего лишь там хотя 300 штук, грубо говоря. Так что олар үлек, жақсы кетуі мүмкін, как только баттер NFT жасаймыз. Сонымен бірге еще доляларымыз бар. Он бәрі, как раз мен айтамын, міне битва батыров деп, біздің Kingdom ойынымызда битва батыров деп называть етеміз. Оның ішіне уже нелер жасап жатырмыз, логикасын, математикасын, қалай да ойынның есін, фишкаларын жасап жатырмыз. Ішінде тағы да NFT нелерді қосып жатырмыз сол ойынға. То есть сіз ол ойынды ойнап NFT ұтып алуыңызға болады. Ол NFT-ді сразу біздің батыр NFT-ді маркетта продажаға қойсаңыз, уже можете вот так зарабатывать. Кроме того, что также для прокачки, то есть битва батыров, сол ойын именно тоже для прокачки тоже очень хорошо помогает именно NFT-ды прокачивать эту. Поэтому был эти новый интересный проект, через который мы очень быстро можем подняться. Получается, доли халат, да, вот эти, которые люди купили, там вот доли по 150. Уже эту логику сейчас делаем. Смотрите, те, которые люди хотят, которые не хотят ждать, как только мы первый NFT баттерлар сатамыз, как только біз первый доходтар все восстать, NFT проектен, который біз жасап жатқан, біз сразу же кабинеттеріңізде қойып қоямыз возврат деген. То есть сіз можете, если вы не хотите ждать, когда доля, потому что процесс, знаете, очень долгий. То есть айттым ғой, ол біздің ойынымызды популяризировать етуіміз керек. Біздің ойынымыз уже адамдар чем больше ойнайды біздің Kingdom'да, тем больше как бы доход біз табамыз. Те люди, которые не хотят ждать, для них будет функция возврата. То есть вот олар, например, кнопкам возврат дейді, оның аккаунтын полностью, получается, возврат жасалады, 26 мың балансына түседі. Ол балансы потом можно будет через P2P шығарып алуға. То есть оның бәрін біз жасап жатырмыз. Как сделать возвраты для тех аккаунтов, которые не хотят ждать. Да, есть те Михаил, люди, которые хотят... Не перебивайте, Омархан Маратович, пускай договорит. Не перебивайте. Кім возврат жасамайды, будет ждать до конца, олар болашақта будет однозначно получать долю от дохода проекта. То есть он бәрі қазір уже жазылып, техника бәрі бар, только реализация керек. Ол үшін қазір айтишниктарды будем нанимать, и все это будем уже эти функционал делать. Сол үшін біз қазір мына 15 NFT-ді не үшін жасап жатырмыз. То есть ана видеороликтен қарасаңыз, біз 15 батырды жасадық. Даже қырғыздың батырын Манасты жасадық, өзбектің батырын Тамерланды жасадық, даже орыстардың батырын три богатыря. И не мешайте Омархану Маратовичу. Даже русских батыров 3 богатыря сделали, то есть NFT будем делать 3 богатыря. Кто знает, может наших русских братьев, кто-то из миллионеров купит этот NFT за десятки тысяч долларов или может за 100 тысяч долларов. То есть мы будем максимально популяризировать, рекламировать, продвигать, будем делать специальный аукцион, где будут аукционные ставки будут делаться. Это все с баттеркоинах будет делаться, представьте. То есть чтобы за 10 тысяч долларов купить, это пользователь, то есть этот человек должен через P2P у вас купить эти баттеркоины. То есть, а потом уже поставить именно то есть ставку на покупку этих NFT. То есть вот такие фишки будем. Ну, может, мы сделаем какую-то часть там сразу там за USDT
или же за BNB токены, за биткоины, но это посмотрим уже. Пока только за баттеркоины. Но в любом случае эти функционалы мы будем смотреть, изучать, даже если, например, этот человек купит за доллары USDT, мы эти деньги все потратим на выкуп, то есть часть потратим на выкуп токенов у вас, а часть, например, там для реализации вот этих проектов, то есть для выкупа там Kingdom и все такое, то есть все это сейчас делается, то есть все эти функционалы мы сейчас делаем, готовим. В любом случае, то есть компания наша, я же говорю, уже на месте не стоит. Мы развиваемся, работаем, продвигаемся. Главное терпение. То есть компания, то есть видите, даже собственную турбазу строим. Буквально вот, иншаллах, если успеем в этом году, до конца июля, я думаю, уже запустим хотя бы там 10-20 номеров. Ну, в любом случае, в следующем году уже более лучше будет, круче будет, потому что к этому времени мы заработаем больше денег, ее еще лучше сделаем, расширим. Я думаю, что у нас все получится. Главное, ваша поддержка, если вы будете верить, поддерживать, то все у нас получится. Ничего легко не получается. Те же там 100 тысяч тенге, которые человек вложил, сразу хочет миллионы, ну такое очень редко бывает. Да, это возможно у нас на платформе. Это было бы возможно, если бы у нас было бы хотя бы 10 тысяч пользователей на cpnet.pro, и эти люди сделали бы постоянно какие-либо операции, транзакции, то мы в день сжигали бы по 2-3 тысячи токенов. Это получается в месяц мы сжигали бы по 50, по 90 тысяч токенов. А в год это получается мы бы сожгли бы 90% токенов. И, естественно, цена бы взлетела бы. А чем дороже бы становился токен, чем больше людей бы об этом слышали бы, еще больше людей заходили бы на нашу платформу. Это 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч пользователей было бы. А с 50 тысяч пользователями я уже вам сказал. Даже если в среднем каждый заведет по $100, это сколько уже получается? 5 миллионов долларов. С 5 миллионов долларов, если хотя бы 1%, это 50 тысяч долларов будут делать какие-либо операции, это в день наша платформа будет зарабатывать по 2,5 тысячи долларов. Это 75 тысяч долларов в месяц. То есть с такими деньгами мы бы вообще, то есть и туры отправляли бы, и все дивиденды выплачивали бы, все это было реально. Но опять же, нужны количество пользователей. Поэтому мы сейчас делаем Butter NFT, именно Buttercoin проект. Для чего? Для того, чтобы войти в Astana Hub, а через Astana Hub уже на, можно сказать, государственном уровне, на международном уровне уже привлечь хотя бы 5-10 тысяч новых пользователей. А они, когда уже войдут, когда увидят нашу систему, нашу именно математику, систему сжигания, я думаю, что у нас все получится. Ассаламу алейкум, Омархан мырза. Бұл өскеменнен ғой, Раджан. Ана Kingdom жайлы қалай болып жатыр? Ана Kingdom сол также бәрі в силе остается, ана неменелеріміз бәрі. Там лотереи, там анау-мынау, потом там квартиры. Все это остается в силе. Как только мы будем запускать наш Алаколь, там же будем устраивать розыгрыш. Для тех людей, у кого уже имеются свои лотереи, то есть среди них будет разыгрываться наши розыгрыши, подарки. Тағы бір сұрақ, мына қазіргі мына Buttercoin'ға так же, как на cpnet Pro, болашақта будут проценты идти, да? То есть ежедневные, все будет, месячные, годовые. Да, однозначно. Просто здесь какой процент остается? Ну, сейчас пока получается через стейкинг тот же остается, который сейчас, это 0,45% в день. Но в будущем, я же говорю, как только у нас пойдет уже система сжигания, хотя бы умным пользователям, у нас недостаточное количество пользователей, чтобы ежедневно нам сжигать больше, чем начисляем. Лучше хотя бы минимум умные пользователи жинау керек. А қазір стейкинг, как представить, грубо говоря, там 6900, по-моему, токен то есть пользователей последний раз было. Это очень мало. Это очень мало. Понял. Еще вопрос на стейкинг также, да, вот насколько на 12 или на 14 месяцев уже мы стейкинг вас ставили. Также да, он проходит вот этот, да? Ну, все остается так же, да? Все так же остается. Сейчас мы сделаем дополнительную функцию, где уже SP убираем активацию, а будет именно через именно Buttercoin активация. Плюс там процент чуть-чуть уменьшим. Ну, это, не знаю, по предложению лидеров, чтобы меньше токенов новых появлялось, и больше мы сожгли, и цену быстрее подняли. Но в будущем этот процент мы будем поднимать в зависимости от количества пользователей и от системы сжигания. То есть, чем больше мы сжигаем, тем больше процентов будет. А муравейник закрывается, да, полностью?
Ну, муравейник мы закрыли, мы сделаем тем людям, кто не успел там с муравейника, стейкинга вытащить компенсацию в виде баттеркоинов. То есть это вам надо аккаунты отправить Айдосу. Айдос проверит и посчитает и вам начислит, то есть в виде баттеркоина. А цена баттеркоина, я опять же говорю, у нас уже 3 направления, 3 продукта, плюс еще дополнительный источник дохода, благодаря которому мы будем просто скупать массово и сжигать их. Умархан Маратович, добрый вечер. Добрый вечер, Умархан. Я безмерно счастлива видеть вас. Это Рашида Азимова, Алматы. Рахмет, спасибо. Гумарлы болға, здоровья желаю. Ну, здоровье у меня сейчас уже лучше стало. Да, уменьшился на данный момент, то есть операции, сказали, необходимости нету, то есть он рассасывается у меня, киста вот этот, то есть, результаты очень хорошие. Благодаря этому у меня сейчас очень хорошая мотивация работать, конечно, мне запрещает много работать, утомляться, но несмотря на это, я не могу остановиться, это как бы мне дает удовольствие, работа, именно продвижение, проекты, стратегии, которые я делаю, то есть в любом случае я добьюсь цели своей, увидите, иншаллах, не важно, сколько времени займет, добьюсь успеха и увидите, благодаря этому да. Мы молимся за вас. Мы молимся за вас. Алладан просим. Гумарлы болыңыз, денсаулық тілейміз. Потом у меня вопрос такой. Вот бояснюшки, которые я в 2019 году покупала, как-то они сами исчезли. Как мне проверить, где они, где-то, может быть, заморозки они стали, да? Боясню, которые у меня были на 5 аккаунтах. Их я не продала. Вы эти аккаунты Айдосу отправьте, эти аккаунты, мы проверим, посчитаем, посмотрим. Не может быть, чтобы они пропали, они не могут никак пропасть. Может, они как-то вы ордер ставили из заморозки, как-то осталось? Нет, я ESP все поменяла на сетпинеты, а боясню не трогала. Боясню у нас же вот только позавчера или 3 дня назад маркет открылся, я их не трогала, но посмотрела, вот в 4 аккаунтах у меня бояснюшек нету. Но я не переживаю, я знаю, что они никуда не денутся. Все, вы аккаунты отправьте, мы проверим, да, и если там что-то какое-то техническое, это вряд ли может быть. В любом случае мы восстановим, не переживайте. Хорошо. Рахмет. Смотрите, возможно, было такое, вы, если список подавали на обмен ESP, или вы сами меняли? Нет, я сама. ESP нормально помененные, боясню были, просто боясню сейчас по нулям стоит. Просто есть такие, если вы давали на обмен ESP, то во время обмена ESP BSP тоже. Все понятно. Давала. Давайте время не будем отнимать у всех, да? Не давала. Меня нет в списке. Да, Болат, ага. Мен евро турға 160 мың ақша салып едім. Евро тур бар ма, жоқ па әзір? Қандай евро тур? Аха. Евро тур? Аха, 160 мың теңге салғам, евро турға болады деген кезде. Это вы имеете в виду за границу, что ли, или что ехать? Да. Путешествие, да? Да, путешествияға. Жоқ, 400 мыңнан бізде басталады, который за границу. Енді қазіргі салған 160 мыңды можно же, да, как Алакөлге? Да, Алакөлге болады. Сейчас я скажу, мы первые листинги проведем. Если сейчас Сипинет Прода, иншаллах, хотя бы уже мне екі компания заинтересовались, уже готовы бізге $10,000 төлеуге, чтобы мы олардың токендарын Сипинет Проға залистить етуге. Соны считайте, біз где-то уже где-то $3,000 потратим на тур. То есть уже те, у кого есть сертификаты по туру, постараемся, если как только они заплатят, деньги поступят в компанию четко, сразу мы постараемся на $1 миллион уже отправить первые 2 или 3 сертификата. Если мы каждый месяц будем там листить по 2-3 проекта, мы будем уже стараться. Часть Алакөлге, часть, например, в порядке очереди, если адамдар заявку может в очередь стать, и мы будем по очереди отправлять уже те сертификаты. Но на данный момент, пока мы заморозили, иншаллах, в любом случае, я думаю, что если первые NFT-шки, первые листинги пойдут из Сипинет Проға, то мы уже по туру, бізде по туру, без сертификат бар. То есть одан артық жоқ, который именно не алған. Ол көп емес,
Я думаю, что мы обработаем все туры, которые по 400 тысяч. Ну, я не знаю, точно не могу по времени айтуга, но как только первые деньги поступят на счет, мы сразу начнем уже понемножку, хотя бы месяц, по 2-3 сертификата уже обрабатывать. И осылай бір жылдың ішінде уже жартысын точно обработаем, иншаллах. А те, которые именно они не сгорят, ежегодно, если у нас будет доходность расти, я же говорил же, если у нас будет 50 тысяч пользователей, то мы в месяц будем зарабатывать по 75 тысяч долларов, то мы там вообще все туры, то есть стабильно будем отправлять. Но это не обещаю сразу, поэтапно. Те люди, которые не хотят ждать, могут сейчас уже за эти 400 тысяч у нас на платформе отовариться, какие-то наши продукты, услуги, то есть уже могут на это потратить. Или на токены поменять, сами решают. сәлеметсіз бе? Кешіріңіздер. Сұрақ қояйын деп едім, мен январда кіргем, 400 мың беріп. А енді өзім, енді қазір баламның көзіне операция жасау керек, хотя сол үстінен көрген ақшасын болсын, пайдасын болсын көрейін десем, мен ешқандай істей алмай отырмын. Қалай істесем болады? Не өз ақшамды да шығара алмай отырмын, өзіме ақша керек болып қалды балама операцияға. А үстінен көрген хотя проценттерін сатайын десем де, қалай мен істеймін? Январдан бері уже оның үстіне уже токендар жинап жатыр ғой. Жоқ, енді оны айтып тұрмын ғой, қазір кішкене сабыр сақтасаңыздар, біз қазір жаңа проект арқылы иншаллах ол токендарды сіз жақсы бағамен сатып, еще проценттерін жақсы бағамен сатып шығара аласыз. Если же майнинг, хотя майнинг сатқыңыз келсе, онда платформада айдос түсіндіреді. Қазір біз пока USDT арқылы жасап жатырмыз. USDT это получается сіздер Binance арқылы шығарасыздар. Оны сіз айдосқа шығуыңызға болады, айдос көрсетеді, но ол жерде курс, конечно, маленький. Пока курс у жерде маленький, так как айдосқа неме деп айтамыз, қалай айтамын айдосқа? Ол сізге көрсетеді, қалай можно за USDT проценттарыңызды, который сверху түсіп жатқан бонустарыңызды сатуыңызға болады. То есть теланы сатпаңыз, телаңызды арзанға сатып жүрмеңіз. Только үстіне түсіп жатқан бонусты ғана сатыңыз, и все. Соны көрсетеді, қалай шығаруға болады. Омархан, саламатсыз ба? Да, саламатсыз. Омархан, это я, Сапья, с Астаны. Да. Ага. Я вот рада прям, что вы есть. Ага. Омархан, у меня вот вопрос вот такого характера. Я вот в первую очередь хочу это алтын токены узнать свои. Нет, он сандуғашқа мен бердім ғой, сандуғашқа бердім ғой доступ кошелек через сандуғаш. Сандуғаш деген кім, я даже не знаю, кто это. Санди. Ну, вы мне подскажите, если я выйду к вам на личку, пусть ответит она мне. Или скиньте маған WhatsApp-қа ее номер. Все. Сандуғаш, если вы тут, можете написать Сапьяға? У меня же алтын токенов очень много. Нет, смотрите, Сапия Ханым, вы меня знаете, Зарину знаете? Знаю. По эфиру, все. Ну вот по чату. Ага, номер есть мой у вас? Не помню, не знаю, посмотрю, надо посмотреть. Вы вот выйдите на меня, Сапья Искакова, да? Все хорошо, я вам напишу, ага. Я, между прочим, уже обращалась к вам по алтын токенам, по-моему, как-то. Ну я про алтын токены не знаю. Ага. Вот сейчас Умархан Маратович по криптопоинту там, по-моему, мы всем вывели, я не знаю, там все массово выводили, и не было, я прям по выводом, когда в админку смотрел криптопоинта, я не знаю, как у вас осталось, или кто-то вместо вас вывел. У меня осталось, и еще вот после меня у моего партнера осталось. У Галии, у Розы, это Омархан. Я потом несколько раз пыталась, сама дозвониться, так и не смогла дозвониться. Потом мы уже вы заболели. Не может быть, чтобы осталось. Ну ладно, это через Сандуғаш вы можете вывести, кошелек, я доступ к Сандуғашу дал уже. Я сказал, Хорошо. если там что-то есть, можете вывести через него. Угу. Хорошо. Рахмет, рахмет. У кого еще вопросов есть? Сапия Ханым, я вот сейчас cpnet.pro написала сообщение, туда напишите, чтобы я вас нашла. Хорошо? Енді сұрақтар кімде бар? Сұрақ қойыңыздар. Қазақ тілінде, орыс тілінде қоя беріңіз. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық? Сәлеметсіздер ме? Айта беріңіз. Қойыңыз сұрақ, Жанар ханым. Алакөл қашан іске қосылады екен? Алакөл
точно айта алмаймын, сіз Руслан Оралхановичқа шықсаңыз, бізде инстаграмда даже специальная страничка аштық по алкоголю, строительству, күнде всякие нелер, нелер еді, отчет сол жерде шығып тұрады алкоголь бойынша. Ну енді айтып тұр ғой, июльдің аяғына дейін иншаллах үлгереміз. И где-то уже, наверное, 20-30 уже номерді запустим деді ғой. Бүгін, по-моему, если бүгін инстаграмды қарасаңыз, чатта Руслан Мен бүгін жібердім ғой инстаграмдан. Ну да, вот сол жерде көріңізге болады, сол жерде сұрақтарыңызды сол жерде жазып қоюыңызға болады инстаграмда. Жақсы, рахмет. Саламатсыздар ма? Марьям, Алматы. Мархан Маратович, вот 400 тысяч мы сдали на туры, да? Где-то я закончила в декабре, в январе алматинская группа, по-моему, вся закончила. Можно ли взять сертификаты на руки? Как вот в свое время нам показывали на руках сертификаты? Нет, ну я же говорю же, да. Иншаллах, сейчас вот первые эти доходы пойдут в компании, и мы уже начнем их обрабатывать. Если же не хотите ждать, тогда можете наши товары, наши продукты, которые у нас на платформе есть, на них приобрести. У вас же еще 2 сертификата есть, поэтому вы никак в минусе не можете быть. Да, я поняла. 4 сертификата должно быть, но на руки их можно взять, что, ну, как доказательство? Это же все забывается, Ну да, это полгода прошло. Кто-то же Нет, должен отслеживать. Нет, у вас в кабинете... В нашем кабинете все есть. Да, у вас же написано же в кабинете стоит же сертификат. В кабинете есть. Я хочу еще на руки. Ну вы заскриньте, ну на руки без проблем мы сделаем. То есть это вот тогда надо вам написать нашему бухгалтеру, а она вам отправит. Хорошо. Можно, Спасибо. знаете, как Мария Ханым, можно просто скрин сделать и распечатать это, и все. Да. Зато у вас Нет, на руках будет. Мы вообще так делали. Ага. Хорошо, спасибо. Ага. Добрый вечер. Добрый вечер. Омархан Маратович, рада вас видеть в живи и здравии. Спасибо, спасибо, да. Давайте не болейте, включайтесь в работу. Спасибо. Ага. Спасибо, что у вас всегда новые идеи. Я вот хотела вопрос по дольщикам спросить. Там у нас было, помните, 1000 выясню, да? Вот это либо участие так и выясню остается, да? Какой именно дольщик 1000 выясню? Ну вот, мы как дольщики же покупали же за 1000 выясню, что будем иметь в будущем 0,01% от товарооборота компании. Не, это все остается, я же говорю, это все, вот просто нам нужно сейчас финансово немного деньги, чтобы это все в кабинете отразить. То есть это все у нас уже расписано, тех заданий, все это есть. Просто, чтобы все это сделать, нужны деньги. То есть айтишникам надо платить, чтобы это все реализовать. То есть для этих 100 дольщиков специальный кабинет будет. Для всех держателей Kingdom премиум аккаунта специальный кабинет будет. Все, тех заданий, все есть. Просто для реализации нужны деньги. Поэтому в первую очередь сейчас то есть наши деньги тратим на в первую очередь актуальные, то есть необходимые вещи. Но в будущем, как только первые эти доходы хорошие пойдут, то сразу же мы реализуем это. То есть у вас прям в кабинете будет, прям в BitSpace, в кабинете будет конкретный, вот там прям полностью от всех доходов, которые через эту платформу, вам будет прям отчетность, доходность, начисление, все это будет показываться. Вот вы же видите, когда вам БСВ начисляется, когда вы геймсы играете или через шагомер ходите, точно так же вот эти доходы, вот эти бонусы будут начисляться прям в истории кабинете, все это будете видеть. То есть это все у нас технически уже есть, то есть с тех задания, просто это надо реализовать. А так список всех уже есть, их логины, аккаунты, все это уже есть. Спасибо вам за ответ, иншаллах. Добрый вечер, можно говорить, да? Добрый вечер, да, говорите. Добрый вечер, это Назым Семей. Омархан Маратович, рада видеть вас в добром здравии. Привет, Рада, что вы в строю. В строю, алга только. У меня такой вопрос. Слушала сегодня вот в Инстаграме. Вопрос у меня такой. Вы там сказали, реинвест на стейкинге делать не надо. Я что-то не пойму чего-то. Почему? Нет, реинвест пока не делайте. Мы скоро в стейкинге сделаем новую функцию, где когда вы реинвест будете делать, будет появляться новый аккаунт.
с новым, то есть таймером, то есть количеством днем, вот тогда можете реинвест сделать. А так пока не стоит, потому что там процентовка может меньше выйти, или же там только тело, или даже минус можете уйти, если вы поздно нажмете, потом там указано определенное количество времени, то есть который стейкинг будет работать. А если вы туда закинули, вам надо посчитать, успеете ли вы вытащить с доходом выйти. Вы поняли, да, или не поняли? То есть пока реинвест, если у вас новый аккаунт и на новый стейкинг закидывать, тогда можете реинвест сделать. Но если же вы на тот же CPNet стейкинг будете закидывать, а у вас там уже, например, там уже 4 месяца прошло, то может быть, что вы, то есть особо ничего и не заработаете. В общем, былай ғой, реинвест, пожалуйста, не делайте. Не надо пока реинвест делать. Баттеркоин шықсын, содан кейін можно. Да, все верно. Ага. Кімде сұрақтар бар, сұрақ қойыңыз. Уже 1 сағат у нас идет видеовстреча. Вот здесь такая, Умархан Маратович, вот здесь сейчас вы говорите, если когда Баттеркоин шыққан кезде и новый реинвест делать, это обратно надо новый кабинет открывать или же на этих же кабинетах? Не надо. В этом же кабинете будет реинвест функция. Можно заново, да, получается? Это продлится просто, стейкинг дальше будет продлеваться. Да. По-новому, да? Ага. Как бы новый отчет начнется, да? Да, новый отчет. Каждый раз у вас будет клетка с новым отчетом. Ага. А те числа, которые до этого остаются, вот сейчас, допустим, у меня осталось 200 дней. Скажем, Баттеркоин откроется, там уже будет, скажем, 150 дней, грубо. Вот эти 150 дней уже аннулируются и заново начнется, я так понимаю? Нет, вот этот, который у вас 200 дней осталось, он также Вас будет не работать. слышно, Умархан Маратович? Так, слышно меня? Слышно. То есть, получается, вот смотрите, когда мы Баттеркоин запустим, стейкинг Баттер, то есть, получается, там, когда вы кнопку реинвест делаете, вот этот у вас также будет оставаться, там, например, 150 дней, а у вас появится еще одна ячейка снизу, и там будет уже 425 дней. Когда вы третий реинвест делаете, там уже третья ячейка появится. И вот так он будет по списку идти. Когда вот этот закончится, он исчезнет. То есть, когда 150 дней вот этот закончится, он исчезнет, и вот по списку будет идти. Все, понятно. И эти проценты также останутся 0%. Саламатсыз ба, Омархан Маратович? Аман-есен көргенімізге шүкір сізді. Аман-есен жүріңіз, ауырмаңыз. Осындай әдемі қалпыңыздан таймаңыз. Сізге жетуіңізді тілектеспін. Менің енді сізден, әумин. Сізден сұрайтыным, бәр 400 теңгелік сертификат тұрап жатыр, мен 100 теңгелік сертификатты сұрайын деп едім. Оны бізге қолымызға береді ме, жоқ кабинетте тұрады ма? Оны сізде кабинетте тұрады, сіз можете оны не қылуға қалайды, скрин жасап алуыңызға болады. Или же Руслан Орахановичқа айтыңыз, пусть сізге бір какой-то сертификат әдемі жасап жіберсін, печатьпен, немен. Түсіндім, рахмет. Роза апай, ол сіздің кабинетіңізде негізінде тұр ғой, уже болды ғой, сізде уже бар, уже құдай қаласа барамыз Балакөлге. Поэтому сіздің кабинетіңізде бар. Соны білейін деген ғой. Рахмет. Можно спросить, да? Да. Омархан Маратович, вот у меня несколько логинов, да, которые заходили на муравейник. Им 0.1 ESP до сих пор не вернули. Я высылала и Руслану, и Зарине. Они сказали, это только вы будете решать. Нет, без проблем. Это компенсацию сделаем в Баттеркоинах. Да? А то у меня люди зашли и ничего не заработали. Историю надо посмотреть. Я думаю, что... Да, у них там 0 стоит. Вот как они закинули, купили на муравейник, да, 0.01 ESP. И все, муравейник закрылся. И они ничего не заработали, так оно и стоит. Это да, вы Айтосу напишите, Айтос вам восстановит. Я Айдосу писала, он сказал, только вы решаете. Я уже всем писала. Айтосу скажу, чтобы восстановили. Хорошо, спасибо.
Добрый вечер. Можно? Зарина, можно мне? Да, Омархан Маратович, здравствуйте. Это Гульнара, город Скальногор. Рада вас видеть. Желаю вам здоровья от всех наших девочек из команды. Привет вам большой. У меня вот такой, как бы, не вопрос даже, вот проблема. Я уже к Айдосу обращалась до этого, к Руслану. У меня у одного партнера, значит, при выводе КСП копейкаларын алмаған ғой, он завис в замороженном виде. И кім қазіргі айтишник ала алмай қойды. Айдос тоже. Так, я не знаю, может ну, он наверное, просто пополнение сделаем, Айдос сделает пополнение, а вот этот заморозку он уже потом уже по ходу дела в будущем решим. Хорошо, рахмет. Хорошо. А еще, Омархан Маратович, у меня тоже 72 БСНЮ сказали, когда перевести на сипинеты. Я тоже вывела, они тоже заморозились у меня, там так и стоят. Айдос тоже их не может вывести. Нет, Айдос вам пополнение сделает в сипинетах, а вот эту заморозку потом снимем. Он надо просто список сделать, Айдос сделает список всех, у кого заморозки стоит, для них сделать час уже пополнение, а потом уже айтишник у их уберет. Ага, спасибо большое. Омархан Маратович, ассаламу алейкум. Да, валейкум ассалям. Омархан Маратович, біз былтыр 200 мыңға муравейге кіргенбіз. Ештеңе алған емеспіз. Сосын бізге сипинетпен алып 200 сипинет берді да, сонымен тұр қазір кабинет. Онымен не болады? 200 сипинет берді бізге. Ну нормально это получается. Но в любом случае айтпаймын, қазір біз NFT Баттеркоинді қазір запускать етсек, Баттеркоин арқылы сіз ол ақшаны шығарып аласыз. Ну оны еще сіз точно есептеп қарадыңыз ба? Оны кім сізге 200 сипинет берді? Он как считал? Ну, это как, біз вообще, вот, былтыр июльде кіргенде, вот, муравейге кірдік. А сосын мен өзім сөйлестім ғой, и Русланға да звондап, сосын Айдоспен де сөйлесіп, вот, бәрімен сөйлескем, вот, Дариғамен. Олар, получается, сипинетіңізді алды да сізге сипинет берді, иә? Ну все тогда, ну в любом случае не переживайте, то есть если сейчас сіз өз логиніңізді, почтаңызды Айдосқа жіберіңіз, потом мен Айдосқа уже айтамын, қарап, тексеріп, если там не хватает, докинем, если же, ну в любом случае, то есть если жетпей тұрса, онда докинем, не переживайте. Айтпаймын ғой, Баттеркоин қазір бағасы в любом случае өсіреміз через NFT проект арқылы, популяризация арқылы қазір, даже если біз қазір Астана Хаб арқылы 5000 пользователь әкелетін болсақ, біздің даже токендар жетпей қалуы мүмкін. Жоқ, мен айтып отқаным, біз 200 мың теңге салдық қой. Анда қазір 200 сипинет, ол қанша болады сонда? 200 мың теңге болады ол. Да. 1000 теңгеден. Иә. Сіз оны стейкингқа салып қойсаңыз, еще көбейе береді. Оны стейкингқа салып қоймадыңыз ба? Пусть көбейе берсін. Жақсы, рахмет онда. Оны былай істеңіз, қазір мына Баттеркоин ашылады ғой, Баттеркоин у вас поменяется, сол кезде салып қойыңыз, сізге 0,45% будет увеличиваться. А потом можете вот этот, который будете вытаскивать, и можете сразу же до этого времени уже, куда халаса, вот этот NFT бәрі болады ғой, сол кезде вы уже можете, допустим, проценты поменять, а остальную часть дальше будете увеличивать. Қазір стейкингке қойып, да? Қазір пока не надо, қазір Баттеркоин шықсыншы сүйінген қоясыз. Жақсы, рахмет. Так, давайте, да, сұрақтар кімде бар? Если сұрақ жоқ болса, онда жабамыз видео-встречаны. Кешарық, Зарина ханым. Омархан Маратұлы, сізге көп рахмет. Сізді бірінші көргенімізге тағы да қуаныштымыз. Денсаулығыңызды күтіңіз. Әлі жақсы өміріміз алда деп ойлаймын. Компаниямыз номер 1, ол всегда номер 1 болып тұрады. Ең басы осы компаниямызды күшті жүріп, бәріміз бай болуға лайықтымыз. Аминь. Мен айттым ғой, я не сдамся в любом случае, я не сдамся. Все, кто со мной выдержит, в конечном итоге получит шикарное вознаграждение, потому что я в любом случае, мен даже денсаулыққа қарамай буду работать
день и ночь, но я добьюсь успеха в любом случае, увидите, иншаллах. Просто это не бывает, то есть быстро, легко. Это даже всякие нелер картинкалар болады, где прямой линиямен емес успех, а былай и осылай успех болады. Сол сияқты бізде де иншаллах. Сабыр сақтасаңыздар, терпение ұштап тұрсаңыздар, в конечном итоге Алла Тағала жақсы басады. Микрофоны выключите. Призываю всех партнеров бережно относиться к Омархан Маратовичу. А здоровье это настолько драгоценно, никакие деньги, никакие миллионы здоровья не смогут вернуть, если мы не будем относиться друг к другу бережно. Давайте будем беречь нашего Омархан Маратовича. И вы не работаете, как в прошлом году, когда вы сказали, у меня завтрак был в 4 часа дня, мы плакали здесь в Алмате. Делайте, пожалуйста, завтраки, обеды, ужины и ложитесь вовремя спать. Мы очень любим вас, мы дорожим вами. Мы ценим вас, Омархан Маратович. Пожалуйста, не заставляйте нас плакать. И молимся за вас. Аллах жар болсын сізге айналайын. Верим в вас. Я, Омархан Маратович, түнімен күнімен істелегенді қойыңыз, теперь вам так нельзя. Вот как сейчас сказали, соблюдайте режим, вовремя спите, вовремя кушайте, вы нам нужны в будущем. А без 40-на шыдық или 41-де шыдаймыз. Алла шипасын берсін. Омархан Маратович. Бір вопрос. Да. Қазір жаңа неде тұр? Стейкингте. Алып тастайық па стейкингтен? Ештеңе алмаңыз. Да, ештеме не алмаңыз. Если стейкингте түсіп жатса, оны шығара беріңіз. Потом, как Баттеркоин запустить еткен кезде, стейкингқа уже жібересіз. Ол кезде уже спокойно реинвест, нелдер жасай беруге болады ол жерде. Жаңа функциялар пайда болады. Қазір стейкингте тұр. А ол жерде онда алмайсыз, только шығарып отыра аласыз уже, который то, что уже бонус начисляется. Стейкингтен ол жерден алу невозможно уже, когда отправили, только можете бонусы каждый день выводить, а нені өзін ала алмайсыз теласын, пока полностью уақыт біткенше дейін. Смотрите, мен түсіндіріп беремші сізге, давайте сейчас я объясню. Сколько процентов получается на стейкинг? Давайте сейчас я объясню. 0,45. Ага. То есть мына стейкингте бізде тұр ғой, сепинеттер, салған сепинеттер. Соны біз күнеге шығарамыз ғой, все по-разному шығарады. Кто-то 5 сепинет, сізде реферальный адамдар асты жағында жоқ болса, онда 5 сепинет шығарасыз. Если асты жағында адамдар болса, онда там 20-40 сепинет солай шығарасыз. Оны сіз шығара бересіз. Там үстінде қарасаңыз, там сізде андай отчет бар да, то есть сколько дней осталось, там 200 дней или 250 дней дегендей ше. Соны қарайсыз да, пока у вас эти дни не закончатся, сіз шығара бересіз. Но бірақта мен сізге айтайын, кеше ар күні мен санадым да, бір адам келді маған. Ол стейкингке сепинетке салғанда, и еще бір рет шығарған жоқ вообще. И мен санаған кезде, ол уже 70 сепинет салғанда, ода уже 70 сепинет уже, оказывается, вышло. Қарасам уже 70 сепинет турда, енді ол тек қана мына сепинет стейкингтен именно кабинетке шығару керек. То есть, получается, ол не деген сөз? Ол, получается, біз уже салған сепинеттерді стейкингке уже шығардық. Енді арғарай бізге қазір только мына бонустар түседі. Получается, біз уже бонустарды аламыз. Түсінікті болды ма? Түсіндік, Зарина ханым, түсіндік. Мен де соны сұрайын деп едім. Единственное, Зарина, момент, кажется, сколько получается в месяц и в год проценты? 0,40, да. 0,40% в день. Это на новом стейкинге будет. Сейчас 0,45. Сейчас 0,45 это в день, а в месяц и в год что получается там? Так, меня слышно? Там вроде в кабинете написано же. Там в кабинете же было написано, это для налоговой же, мы там же вроде ставки же они уменьшили же 0,18 или что-то такое. А так по реальности в месяц и в год сколько получается?
Получается 12% в месяц и 144% в год идет. Там просто сложного майнинга нету. Угу. 12% в месяц и, Санди, 144% в год. 144% в год, ага. Ну, это вы просто взяли 0,45 умножили на 30 дней и все, что ли, получается? Там же не... Потому что у вас, вот, допустим, вы положили 1000 CP-нетов приблизительно, да, вот, у вас ежедневно будет одна и та же сумма выходить на вашу 1000. А единственное, смотрите, в этих 144% 100% это ваш основной депозит. Получается 44% это ваша прибыль. Потому что когда у вас выходит сумма ежедневная, вот в этих 0,45%, там же и находится ваш основной депозит. Основная сумма находится, получается. Да, это Нет, понятно, дело не остается, дело в этом же проценте. Итого чистыми 44% годовых. Так, если в месяц взять, так, в месяц чисто, ну, 44 на 12 разделите, чистый процент месячный выйдет. Ну, раньше был 6,8 же в месяц было, 6,8 вроде. Раньше был у нас майнинг, там шел сложный процент, а это стейкинг, тут нету сложного процента. Да, отличается майнинг от стейкинга, он отличается тем, что, во-первых, через стейкинг, получается, мы новые токены не выпускаем. Наоборот, мы за счет того, что за счет других пользователей, которые пополняют стейкинг, постоянно получается пополнение, и очень редко бывает, чтобы там токен закончился, и потом новые токены выпускалось. У нас получается, благодаря тому, что другие пользователи, когда в стейкинг закидывают, за счет этого получается постоянное пополнение, но за счет тех транзакций, которые они проводят, мы сейчас, получается, в количестве уменьшаем количество наших токенов. Поэтому стейкинг очень шикарный вариант, когда он работает именно за счет того, что пользователи чем больше в стейкинг закидывают, тем больше пополняется сам кошелек стейкинга, и тем самым, получается, мы быстрее и больше сжигаем, чем через майнинг. Но майнинг мы в любом случае в будущем включим, после того, как у нас уже наберется хорошее количество пользователей, и за счет того, что они будут проводить ежедневно разные транзакции, там, маркете, P2P, выводы и все такое, мы когда уже будем больше сжигать, чем начислять через майнинг, вот тогда, получается, мы опять ее включим. Ну, сейчас просто люди спрашивают, скажем, вот если 1000 положить на стейкинг, то в месяц сколько чистыми процентов они заработают? Ой, это надо посчитать, то есть 0,45 умножаем на сколько там получается, 365 дней, потом уже оттуда разницу увидим, то есть сколько процентов сверху, то есть 100 это ваша сила. Да, и получается 100 это ваше тело, а то, что сверху уже 100, больше 100, это уже чистый доход получается. Вот по этой схеме. Это надо посчитать. Я немножко недопоняла, да? Вот то, что у нас уже лежит по 0,45, оно вот это 14 месяцев так и по 0,45 будет? Или когда Buttercoin запустится, тоже на 0,40 срежете? Вот тот, который есть, он уже 0,45, он автоматически ее мы не сможем изменить. Он уже остался также 0,45. А когда мы уже Buttercoin запустим, там уже будет по 0,40. Там уже второй этот ячейка появится, там уже по 0,40 будет. Еще один вопрос. В самом начале говорили, что вот когда Buttercoin запустят, вот на первых зумах, вот без вас это говорили, что на первые 2 месяца то, что будет выходить со стейкинга, мы в обязательном порядке будем заново закидывать, и 2 месяца, ну, для блага компании, так будем делать. Так остается, да? Может, это необходимости в этом не будет, если мы уже через NFT Butter, когда запустим, и к нам придут очень много пользователей новых, то представьте, то этого уже необходимости нету. Тогда наоборот, там дефицит страшный будет. Если вы будете их закидывать заново в стейкинг, то дефицит будет огромный. Лучше через P2P, через маркет начать продавать, чтобы новые пользователи получили возможность также начать уже зарабатывать через Buttercoin. Но это зависит, я же говорю, от количества пользователей. То есть сейчас вот мы через Astana Hub думаем себя уже сказать миру, тем самым уже они захотят уже
заинтересуются нашим проектом, нашим баттеркоинами, и тем самым, получается, когда уже поток пойдет, даже если, вот я же говорю, 1000 пользователей сейчас придет на cpnet.pro, уже будет мощный дефицит и спрос. 1000 пользователей, представьте, это огромный спрос сейчас создадут на токен. Это при том, что если 1000 пользователей придет. А представьте, когда сразу 5000 пользователей придет, то я думаю, там страшнейший будет дефицит и рост. Умархан Маратович, если я куплю еще токены, я же не могу в свой кабинет завести, это нужно открыть под собой. У меня у детей есть кабинеты, им могу открыть, да? Ну, это по желанию. Если у вас уже токен есть, необходимости новые токены вам не обязательно покупать. Давайте мы сейчас уже потихоньку проект запустим, новых пользователей приведем. Хорошо, вот тогда вы можете, да. Еще один вопрос. Вот Баттеркоин, когда откроется, там обратно будет лимит, да, допустим, 100. Так же, как цепенетов, 100 цепенетов выше 100 нельзя лимит, давать. да, это на один аккаунт у нас однозначно, то есть он остается. То есть наше именно преимущество нашей платформы будет в том, чем больше пользователей с маленьким количеством токенов, чем там мало пользователей с большим количеством токенов. То есть маленькое количество пользователей делают меньше транзакций, меньше операций. А чем больше пользователей с маленьким количеством токенов, они будут чаще делать какие-либо операции, потому что кому-то нужны там деньги или еще что-то. То есть тем самым, получается, они постоянно покупают, продают, и вот такие транзакции нам помогают больше сжигать, и тем самым создавать больше дефицит. А вот еще один вопрос. Вот с этими аккаунтами что теперь делать, которые вот сейчас, мы же все аккаунты сейчас объединились, скажем, на муравейник открывали кто по 20, по 15 аккаунтов. Вот эти все аккаунты сейчас, я скажу, все не ушло. знаю насчет этого. Но эти аккаунты вы можете продать, не знаю, другим пользователям, новым своим пользователям. Я же говорю, если бы вот у нас на платформе, вот у нас имеется 3500 пользователей, из них хотя бы, я не знаю, 500 пользователей, если в день, там, не знаю, там, то есть в месяц хотя бы, я не знаю, по одному пользователю приводил бы, который покупал бы хотя бы, не знаю, там, на 1000 тенге, на 2000 тенге или на 5000 тенге на нашей платформе, то есть, то получается у нас было уже большое количество сжиганий и спроса, и это дефицита было бы этих токенов. Но видите, все ждут, то есть они думают, что они купили все, через какое-то время, там, не знаю, разбогатеет. Ну, опять же, я же говорю, ничего просто так не бывает. Все зависит от клиентской базы, от количества пользователей. Наша система отличается от других проектов тем, что в других проектах нужно бесконечное количество пользователей. Для них, чтобы цена их продукта или токена, чтобы росла, нужно бесконечное количество пользователей. У нас же cpnet.pro математика сделана так, что нам даже минимально 10 тысяч пользователей достаточно. Одни те же 10 тысяч пользователей нам помогли уже создать мощный рост наших токенов и мощное сжигание. Но опять же, я же говорю, мы стоим сейчас на месте, потому что у нас недостаточное количество пользователей. Чтобы система автоматически сама по себе уже заработала, нам нужно 10 тысяч пользователей. Вот тогда у нас система заработает идеально, то есть уже автономно, сам по себе. И там и платформа, и наша сама система, то есть наша, считайте, 10 тысяч пользователей в среднем, если даже по $50, это $500 000. $500 000, если даже комиссию в среднем мы будем зарабатывать по $500 в день, $15 тысяч. На $15 тысяч мы будем просто сами скупать эти токены, тем самым создавать мощный дефицит просто. Ну, просто у нас сейчас мы не можем хотя бы 10 тысяч пользователей набрать. Поэтому я сейчас в Астана Хаб для чего хочу войти? Потому что я уже прочитал, изучил, что все проекты, все стартапы, которые вошли в Астана Хаб, они, хочешь не хочешь, благодаря их продвижению, маркетингу, который там проводится, любой стартап там минимум 5-10 тысяч пользователей набирает. Просто мгновенно 5-10 тысяч пользователей. То же самое мы, если сейчас через NFT Butter проект зайдем в Астана Хаб и там себя объявим, презентуем и начнем рассказывать, они нас очень хорошо пропиарят. Благодаря этому минимум 5-10 тысяч пользователей приведем на cpnet.pro. И тем самым, получается, мы создадим огромный дефицит и рост наших токенов. Еще и сжигание, еще и доход. Не считая, еще проект, который сейчас на cpnet.pro, это листинг, токенизацию других бизнесов мы будем предлагать. Вот, скажем, у вас бизнес там, скажем, производство там ручек. Например, мы говорим, хотите
создать себе новую клиентскую базу, хотите себе сделать какой-то источник дохода, вот мы вам сделаем токенизацию. То есть мы для вас выпустим специальные токены. Благодаря этим токенам, эти токены должны быть привязаны к вашему продукту, так скажем, к вашей ручке. Один токен, одна ручка. И тем самым, получается, пользователи, которые покупают ваши токены, они уже знают, что за этот токен они могут купить вашу продукцию, ваши ручки или там еще какие-либо канцелярскую продукцию. А вы на эти деньги, которые получили от продажи этих токенов, ваших токенов, вы закупаетесь еще больше, расширяете, новый станок покупаете, или же новые товары закупаете, сырье закупаете, тем самым можете еще больше выпустить своего продукта. И вот так получается мы будем сейчас листить, привлекать новых бизнес-компаний, которые будут свои токены листить на нашей bitcpnet.pro. А эти проекты приведут нам еще больше пользователей. Даже если каждый проект приведет по 1000 пользователей, считайте, 50 пользователей, это 50 тысяч пользователей приведет на нашу платформу. Если каждый проект, у компании же есть же свои клиенты, свои постоянные, которые начнут, захотят, заинтересуются, завести на нашу платформу CPNet Pro деньги, там $10, 1000 тенге, 5000 тенге, чтобы купить токены, потому что там есть возможность скидок, там очень много всяких фишек сделаем, чтобы эти компании сказали, если вы имеете наши токены, вы не только получаете на них нашу продукцию, а вы будете получать еще вот такие там скидки, вот такие преимущества, вот такие возможности. Вот так они создают себе новых клиентов, новую клиентскую базу. И вот так мы и платформа cpnet.pro может очень хорошо заработать. Ага, Омархан Маратович, смотрите, а вот Раджа Марза вот спрашивает, да, вот, то есть, которые вот эти вот на Муравейник были же аккаунты, они же уже пустые, эти аккаунты. Вот вообще их можно убрать? Нет, убрать можно с платформы или нет? А можно убрать, то есть пусть аккаунты скинет, мы их все тогда уберем. Ну, я не знаю насчет того, чтобы полностью с этого убрать, я не знаю. Ну, можно их там, не знаю, как... Либо просто вы одним аккаунтом, Раджан Марса, либо просто вы одним аккаунтом пользуетесь. Да, одним аккаунтом пользуетесь, и все остальные не трогаете. Зачем? Они как лишние. Зато... Ага. Необходимости нету их там убирать или еще что-то. За каждый аккаунт же мы же там, допустим, же каждый год, вот сейчас тоже пишется активация, допустим, на CPNet Pro, на старом. Там пишется активировать. То есть это не стоит. Активации не будет, да? Так. Не будет активации. Кнопку убрали, уже нету активации. Активация, кнопка убрана. Вот 10 дней, 10 назад его убрали айтишники. Все. Ну хорошо, а то она всегда высвечивалась просто. Все, мы ее-то убрали, чтобы люди ошибочно или там система, чтобы не забирала у вас. Ага. Вот теперь смотрите. Теперь на Баттеркоине, когда будет, там же будет за активацию Баттеркоином будем же, да, рассчитывать, допустим, на стейке. Раньше же мы же СПшку заводили, там 0,01%. Теперь Баттеркоин будет, да? Ага. Ну, для этого я же говорю, сейчас давайте побыстрее админ сделать, а то очень много, то есть еще не отменяли свои BSV и SP. Перед тем, как запустить именно Баттеркоин и стейкинг Баттеркоина, нам нужно, чтобы все поменяли. А этот процесс очень долго происходит. Давайте закончим. Мы сильно загрузили Да, вот я тоже хотела сказать. Ага, я тоже хотела сказать. Всем счастливо, удачи. Да, в любом случае, я говорю, не переживайте, мы не сдаемся, работаем, мы добьемся успеха. Аминь.